Рафан, ну расскажи, как вот здесь проходит у тебя обучение? Что ты делаешь здесь? Рисую, еще занятия делаю. Восьмилетний Арылхан еще с трудом говорит. Последняя операция прошла несколько месяцев назад. В прошлом году ему поставили диагноз рак спинного мозга. Он начал лечение в Якутске и вот уже больше полугода находится в Центре детской гематологии и онкологии имени Дмитрия Рогачева в Москве. В общей сложности Арылхану сделали 5 операций. И после этого, врачи сказали, что через 2 операции он не будет шагать, говорить не будет. 2 месяца потерпели, и он, видишь, разговаривает, аж бегает уже. Упал с самоката позавчера, и самокат отправили домой. Между процедурами Арылхан не пропускает и учебные занятия. В центре имени Рогачева находится флагман проекта «Учим, знаем». Это настоящая школа с классами, расписаниями, уроками. Здесь обучается около 200 ребятишек, которые проходят длительное лечение, то есть больше 21 дня. Главная задача, чтобы маленькие пациенты не отставали от сверстников. Хорошо, когда учеба есть, опаздывает, уже где-то операции, когда болел, уже почти 4 месяца не учился же. До проекта «Учим, знаем» к детям в больницу отправляли учителей из ближайшей школы. Здесь же свой постоянный преподавательский состав. Причем учителя следят и за настроением учеников, их самочувствием. Могут быть как индивидуальные, так и групповые занятия. У нас совершенно живая и уникальная среда. Создатель школы сделал так, чтобы дети, которые находятся в больнице, войдя сюда, абсолютно забывали, что они находятся в стенах лечебного учреждения. И когда мы смотрим на всю атмосферу и на те же занятия, которые проходят здесь, у нас нет ощущения больницы. Еще одно ноу-хау центра – это радиостудия. Здесь дети записывают сказки, новости, сюжеты, и это не только творческая мастерская. И занимаясь с детьми, мы обнаружили, и врачи это подтверждают, что артикуляционная гимнастика, которая требуется для того, чтобы дети могли хорошо говорить, она очень помогает справиться с нарушением когнитивных навыков и функций, которые возникают во время длительного лечения. Всего в России подобные центры работают в 50 регионах, и эксперты уверены, что с каждым годом их будет становиться только больше. Максим Кардозу, Джура Березкин, Москва.